Министерство промышленности слили не только с Министерством природных ресурсов, туда добавили еще часть функций Минэконома. И вполне логично, что этими направлениями промышленность, экономика и природные ресурсы должны заниматься какие-то заместители министра. Так вот, получается сейчас, что заместитель министра, который занимается промышленностью, он является первым заместителем министра. Заместитель министра, который занимается вопросами экономики, он первый заместитель министра. А министр, который будет заниматься вопросами экологии, ведомство, которое содержит 1500 человек, там просто заместитель министра, без приставки первый. То есть сразу понятно, что функции и значимость экологического направления говорит само за себя. Многие скажут, ну и в чем проблема? Есть у нас теперь одно большое ведомство, будет меньше проволочек. Кому будет меньше проволочек? Да, естественно, проволочек будет меньше промышленным предприятиям. Давайте рассмотрим просто маленькие примеры. Чем занимается Министерство природных ресурсов? В первую очередь это контроль. Мы скажем, да боже ж ты мой, какой контроль, что они могли контролировать? Ну, во-первых, у Министерства природных ресурсов были свои отделы по экологии в каждом муниципалитете, которые являлись его глазами, ушами и ногами. Все функции контролирующие теперь у нас условно отправлены в Росприроднадзор, федеральную структуру. Но федеральная структура не имеет своих глаз, ушей и ног. Всегда комитеты были первыми, кто ходил на обнаружение свалок, нефтеразливов, вырубок. И они уже потом составляли документы, по которым работала федеральная структура. Сейчас, что такое нефтеразлив для нефтедобывающей компании? Это проблема, которая мешает ей работать, которую можно несколько сгладить, преуменьшить. И теперь ведомство, которое должно было контролировать, будет выезжать на контролировать проблемы гораздо меньше. Чем занимается Минприроды, помимо этого? Занимается лицензированием. Что такое лицензия? На сегодняшний новое ведомство говорит о том, что мы не забудем экологическую составляющую. Так она и раньше никогда ее не могла забыть, потому что без большого блока экологического направления никто бы им просто разрешение и лицензию не подписал. Но раньше эту лицензию составляло независимое ведомство. И без их подписи промышленность не могла ничего делать. Теперь же будет одна единственная подпись министра промышленности и никак не экологии. Что еще? Чем еще занималось Министерство экологии? Это лицензирование я уже сказала. Так. Это экспертиза. Любая деятельность, будь то начало нового производства, модернизация, да вообще развитие любого направления, она требовала экспертизы. Кто составлял экспертизу? Независимые эксперты. Не сотрудники Минприроды, как казалось, а независимые абсолютно эксперты, которые, правда, оплачивались Министерством природных ресурсов. Они были экспертами в области выбросов, сбросов и прочих направлений. На сегодняшний день оплачивать работу этих экспертов кто будет? Министр промышленности. И требования к экспертизе будут гораздо ниже и гораздо совершенно другого направления. То есть мы считаем, что идет лоббирование интересов промышленности. Кроме того, не будем забывать, что первым же словом, которое было сказано новым министром, это о том, что в национальном парке Юга-2 будет добываться золото. Удивляться не приходится, потому что интересы нового министра в области добычи золота в нацпарке были еще давным-давно. Начиная с 90-х годов он спал и видел, как бы там добыть золото. На сегодняшний день прокуратура отменила любое действие в национальном парке, связанное с добычей золота. И несмотря на это, новый министр с таким опломбом заявляет, что добыче золоту быть. Надо ли говорить о том, что принесут ли это республике деньги? Золото там на 10 лет. Они раскурочат весь ландшафт гор, начало Болбанью, рек, которые впадают в Кожим, который впоследствии очищает русло Печоры, который страдает ежегодно от нефтеразливов, и через 10 лет уйдут. И что останется вам и вашим детям? Нам и нашим детям. Останутся лунные ландшафты, и в тот момент о чем мы будем думать? Мы будем вспоминать нового министра? На сегодняшний день у нас сложилось четкое ощущение о том, что новый указ, который был подписан главой 17 октября 2016 года, был не продуман до конца. Не были просчитаны риски, не были просчитаны
конфликта интересов. Не было, по большому счету, кто его придумал, мы даже не знаем. Потому что первое, о чем мы спросили, когда нас, общественников, позвала к себе администрация главы, это спросили, а где юридически обоснованное заключение о этом указе? На что нам ответили, знаете, наверное, мы вам его не дадим, потому что, ну а что будем тут бегать его искать, это парализует деятельность всего нашего аппарата администрации. То есть мы делаем заключение, что его, собственно говоря, никто и не делал.